Если брать теперь уже, так сказать, в таком дискурсивном, развернутом плане, то качественная реализация заказа на образование, она распадается на несколько таких подцелей, подзадач, которые в конечном итоге выводят университет как источник получения элитарного образования. Эти цели мы также рассматривали и не единожды на протяжении года. Одна из них – это оптимизация специальностей и организационно-кадровые решения, которые обеспечивают образовательный процесс. Усиление креативности содержания образования. Реализация концепции БГУ «Цифровой университет». Как известно, мы сегодня в эту концепцию включены, о чем я тоже более подробно чуть позже коснусь. И взаимодействие с заказчиком кадров – это как раз-таки одно из ключевых таких положений в концепции «Университет 3.0». Что касается оптимизации специальностей. Ну, прежде всего, какие шаги здесь были реализованы? Во-первых, проведен системный анализ всех сфер деятельности комплекса БГУ. И, в общем-то, мы с вами обсуждали, принимали решение о том, чтобы аккумулировать находящиеся в разных структурных подразделениях подготовку специалистов. Прежде всего, вот это коснулось специалистов экономического и гуманитарного профиля внутри комплекса БГУ. Я не буду долго комментировать решение о создании на базе двух институтов, Объединенного института бизнеса, который сегодня достаточно успешно функционирует. Скажу только, что это не только коснулось вот таких явных взаимопересечений специальностей экономического профиля, но также и привело к решениям сгруппировать, интегрировать в одно место специальности и гуманитарного толку. И это коснулось двух наших факультетов: факультета философских и социальных наук и факультета социокультурных коммуникаций. Ну, вот здесь представлено на слайде более подробно в разрезе уже конкретных специальностей. Также хочу подчеркнуть, что изменения коснулись и Института журналистики. Мы имеем сейчас факультет журналистики, но выделено вот таким красным бордовым создание факультета повышения квалификации и переподготовки. Я бы сказал так, основная здесь задача, целевая установка – это зарабатывание денег внебюджетных для университета. Это аккумулирование всех наших, скажем, хозрасчетных, внебюджетных видов деятельности под крышей этого института, вернее, факультета. Оговорка моя не случайна, пока мы имеем возможность его назвать как факультет повышения квалификации, но убежден, что если будут сделаны правильные шаги и факультет окрепнет, то мы вполне можем выйти и на некий иной статус этого подразделения. Какие задачи в этой связи под этой целью? Ну, прежде всего, это продолжение оптимизации специальностей менеджмента в БГУ. Об этом на протяжении вот где-то уже последних 3-4 месяцев ведется плотная работа в соответствии и с привлечением к обсуждению и деканов факультета, и заведующих кафедрами. Ну и мы видим конкретные цели и задачи, которые стоят по дальнейшему, скажем, укрупнению пучка специальностей. Одна из задач – это аккумулирование общеуниверситетских языковых кафедр на профильном факультете социокультурных коммуникаций. То есть там, где у нас уже есть определенная предрасположенность, мы должны также проводить системную работу для того, чтобы у нас получился такой, точка роста, зона роста, которая будет иметь практикоориентированный и прикладной характер в том числе. Яркий пример тому: при организации наших международных контактов, будь то на уровне подготовки рекламных документов, будь то на уровне вот элементарно сейчас наполнения нашего ныне действующего сайта контентом на иностранном языке, возникают определенные сложности. Мы обращаемся то в Институт китаеведения Конфуция, и большое спасибо директору института за понимание и оперативную такую реакцию. Но пока системной работы здесь нету, точнее нету механизмов для того, чтобы можно было использовать наш интеллектуальный ресурс для развития вот такой визитной карточки БГУ во внешний мир. Поэтому данная работа будет дальше и продолжаться.
Кроме того, одна из важнейших задач – это все-таки посмотреть, вот здесь вот как раз то, что наше управление претерпело изменения, Главное управление образовательной деятельности. Это тоже не случайно, стоит задача, это аккумулирование кадровых ресурсов именно в точках роста. То есть посмотреть на оптимизацию и кадрового потенциала наших кафедр и вообще посмотреть на возможность дальнейшей оптимизации кафедр именно с позиции соответствия, во-первых, требованиям, которые установлены законодательством, и способности кафедры к решению задач, которые сегодня стоят в русле вот такой стратегической основы университета. Усиление креативности содержания образования. Я не случайно начал вот свой доклад с того, что студент – это тоже человек, заказчик на образование, и очень признателен тем факультетам, кафедрам, которые откликнулись на, в общем-то, такой посыл, пока может быть несколько спонтанный, но тем не менее вот за год мы должны его сделать системным. О чем идет речь? Речь прежде всего идет о том, что сегодня, если мы хотим быть конкурентоспособны, мы, во-первых, должны сугубо технически говорить на том языке, который понятен студенту. Это раз, это не значит, что мы должны как-то заигрывать там со студентом, просто мы должны иметь общую такую языковую, семантическую, что называется, платформу. А во-вторых, мы должны также понимать, что каждый студент свой индивидуальный заказчик на образовании. Поэтому понятие индивидуализации образования – это не какая-то формализованная, модная такая вот галочка. Есть практика международная, мировая, как это реализовать. Как сегодня можно обучать всех одинаково, но по-разному, не отходя даже от того образовательного стандарта, который мы имеем. А в случае необходимости перейти, возможно, к экспериментальным формам. И, насколько я знаю, вот Виктор Антонович присутствует у нас на заседании Совета, ректор РИВШ. Такие шаги также могут быть рассмотрены и позитивно приняты, особенно что касается второй ступени подготовки специалистов. Я имею в виду экспериментальные программы. Поэтому из числа того, что сделано, мы действительно, я считаю, достаточно много в этом направлении сделали. Это внесение изменения образовательных стандартов специальностей. И, по крайней мере, вот на одном из последних до каникул летних заседаний Президиума Совета ректоров такое предложение было принято. Вот, благодаря, опять-таки, пониманию процессов со стороны Республиканского института высшей школы, и уже нормативно-законодательно сделаны первые шаги. Разработаны также новые учебные планы, особенно хочу отметить активно включившуюся в эту работу наш факультет журналистики. Почему? Потому что там существенные изменения содержания обучения претерпело. Ну и понятно, что это первые только шаги, и вот на текущий год эта задача, она касается не только факультета журналистики, она касается и каждого факультета. Ну, например, маленький штрих, я думал включать, не включать это в доклад, но тем не менее, если мы хотим создать контент, мы должны как-то этому способствовать, а не просто требовать. И вот в качестве одного из таких шагов, это было сделано еще в прошлом учебном году, это варьирование учебной нагрузки для тех людей, которые действительно занимаются разработкой этого контента, тех преподавателей, которые потом идут к студенту. Заработал наш межвузовский образовательный портал, он зарегистрирован как информационный ресурс, благодарен тем, кто присылает туда свои работы. Еще раз хочу подчеркнуть, идея портала – это не просто какой-то, скажем, сайт, который выполняет функцию информационной визитки, а прежде всего это некий рабочий инструмент, который отражает те процессы, которые происходят в университете. С точки зрения публикаций, абсолютно там не нужны какие-то фундаментальные работы, которых десятки, сотни тысяч в области креативного, например, образования, а очень важны, я буду признателен, если они будут поступать именно
анализ практической работы учебной в Белорусском государственном университете. Естественно, что это межвузовский портал, и в ближайшее время мы также хотим заключить договора и уже разработаны проекты этих договоров с рядом других ведущих вузов. То есть создать распределенную систему, такую своего рода кластерную. Далее, внести изменения в учебные программы по учебным дисциплинам в части включения инновационных подходов обучения до 100% по всем магистерским программам. Разработать структуру инновационного учебника с креативным компонентом. Провести серию обучающих семинаров с заведующими кафедрами. И вот здесь в числе ответственных это руководитель нашей лаборатории инноваций в образовании, но я также буду очень признателен и Виктор Антонович, если Республиканский институт высшей школы здесь нам поможет в этом направлении. Также одна из задач – это обновить фонды оценочных средств ГЭК, включающие не только типовые задания, но и задания проектного, коммуникативного, исследовательского типа. То есть те задания, которые сегодня дают возможность студенту создавать свой продукт, свой контент, который затем будет оценен вот на таком высоком уровне. Подобный опыт в системе высшего образования Республики Беларусь имеется позитивный опыт. Вот хотелось бы, чтобы ВГУ здесь стал, в общем-то, признанным лидером. Внедрить институт тьюторов для студентов первого курса, создающих условия для самореализации студентов в процессе обучения и научного творчества. Как родилось вот это вот предложение в виде задачи? Совсем недавно у меня была встреча с первокурсниками, и я был очень удивлен, что мы на сей раз построили не в форме встречу, скажем, такой пресс-конференции, а каждая из групп старост разрабатывала свою, 3-4 человека, как правило, разрабатывали свою, ну, скажем так, какое-то свое предложение, представляли свою разработку, защищали ее, отстаивали и потом демонстрировали. Причем абсолютно все было по-взрослому, я бы сказал, несмотря на первый курс. И вот в качестве предложений очень много было именно сделать так, чтобы привлечь к процессу обучения, сопровождения и старшекурсников. Причем есть и примеры, есть и механизмы для того, чтобы это сделать. Ну вот наша задача здесь подойти к этому очень ответственно и серьезно. Подготовить к изданию учебники, учебное пособие, в том числе с грифом Минобразования, УМО, которые бы отражали инновационные подходы к обучению. Если брать БГУ «Цифровой университет», то, конечно, мы не просто так создали Совет по цифровой трансформации БГУ, который возглавил заведующий кафедрой факультета радиофизики Юрий Иосифович Воротницкий, а создали его для того, чтобы, в общем-то, посмотреть комплексно на все процессы, которые есть в университете, и как их можно трансформировать именно с позиции информатизации. То есть цифровая трансформация – это не увеличение механически удельного веса информационных технологий, а это качественное изменение содержания процессов. Вот я здесь подчеркну. Причем ведущими здесь будет содержание самих процессов, а вспомогательным будет являться информатизация. К сожалению, часто трактуется наоборот, что информатизация – это ведущая, а все остальное – это ведомое. Но тогда мы меняем местами назначение телеги и лошади. В данном случае, конечно же, речь идет о изменении контента, что крайне важно сегодня именно с позиции подготовки того специалиста, который готов, скажем так, быть высоко оценен заказчиком кадров. И в том числе и влияние на потребности заказчика кадров. Поэтому, в общем-то, те шаги, которые делаются, например, сопровождение персональных кабинетов сотрудников, студентов, абитуриентов, эмиссия электронных студенческих билетов нового образца. Вот, кстати, благодаря сотрудничеству с Белинвестбанком мы, я считаю, сделали очень хороший пример, как может быть все в одном месте сконцентрировано. Но и понятно, что на этом не нужно дальше останавливаться. Особо хочу отметить, что это одна из самых таких болевых проблемных мест в университете, когда очень большой комплекс
а информационное сопровождение отстает. И когда мы говорим о количестве ставок, я об этом тоже чуть позже скажу, мы прежде всего должны учитывать, ну хорошо, мы сегодня в 1,5-2 раза можем сократить аппаратную часть некоторых наших управлений, и работа вся встанет, потому что у нас нет соответствующих на сегодняшний момент информационных систем, которые бы обеспечивали качественное выполнение процессов. Поэтому первейшая задача – это разработка баз данных и управление персоналом, и управление штатно-организационной структурой, деканат, студенты и многие другие сервисы. Ну и кроме того, хочу отметить, что внедрена рейтинговая система ППС. Сейчас очень важно технически грамотно подойти к возможности подсчета и верификации данных, но на протяжении года, в общем-то, на факультетах она себя где-то лучше, где-то хуже, но она себя зарекомендовала. Ну вот, с точки зрения, опять-таки, цифровизации, одновременно влияния на качество образования, разработана, адаптирована и внедряется на сайтах факультетов новая версия образовательного портала на базе Moodle. Я не могу сказать, насколько это единственно возможный информационный ресурс, но важно делать просто шаги в этом направлении, чтобы мы выходили на возможность дистанционного образования. Ну и сегодня существует пилотный проект по расширению системному использованию дистанционных технологий на 5 факультетах. Задачи: разработать и подготовить качественный контент для электронного обучения и разработать качественные информационно-образовательные сервисы. То есть образование ведущее и информатизация – это скорее ведомое здесь для вот такой задачи. Проанализировать результаты внедрения системы оплаты труда, ну и, понятно, внести предложения для того, чтобы мы могли здесь обеспечить бесперебойную верификацию данных. Взаимодействие с заказчиком кадров. Здесь также одна из причин, по которых была осуществлена трансформация нашего главного управления образовательной деятельности, это усилить вот этот практикоориентированный компонент. Потому что у нас есть замечательное начинание, абсолютно уникальное, я считаю, в Республике Беларусь с точки зрения работы с персоналом, но они были аккумулированы в кадровой нашей службе. Получается, с учебной работой, которая должна прежде всего включить вот эту вот практикоориентированную составляющую в образовательную программу, в сам стандарт подготовки специалиста, этого не было. Или если было, было достаточно локально. Вот основная здесь задача – это сделать очень мощный практикоориентированный такой центр. Мы его фактически уже ввели и сделали как некий центр карьеры, который призван быть медиатором между университетом и внешней средой. Поэтому университет принял участие в проекте Минобразования «Университет 3.0», ну и подана также заявка для привлечения средств. Это очень немалые средства, но пока решается вопрос о том, чтобы БГУ здесь был главным исполнителем этой программы. Хочу отметить также вот такой локальный маркер, но тем не менее, который позволяет оценить качество взаимодействия с внешней средой, это базовые организации. За прошедший год, в общем-то, была проделана очень большая работа. Я благодарю деканов факультетов, директоров институтов, там, где мы продвинулись в этом направлении. Вы посмотрите, вот из 66 специальностей сегодня уже обеспечены договорами с базовыми организациями. То есть это 91%, поэтому и задача обеспечить на 100% все специальности договорами с базовыми организациями. Ну и вы можете видеть также здесь и другие дополнительные шаги, которые стоят для нашего главного управления образовательной деятельности по реализации концепции «Университет 3.0».